Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас сейчас, с минуты на минуту, со дня на день? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, как вы с кем-то обниматься будете, обниматься, целоваться. Какая-то невероятно потрясающая, теплая встреча. Здесь эмоции через край. Здесь вот люди схватились друг за друга и не хотят из объятий выпускать. У кого-то, действительно долгожданная встреча. Такая вот прям невероятная, яркая. Вы и улыбаться, и плакать будете. У кого-то идет любовное свидание, которое закончится именно тем, что вы не можете попрощаться. Вы просто не в состоянии друг от друга отойти на шаг назад. У кого-то, возможно, встреча с любимым родственником, либо родным человеком. Но вот кто рядом будет находиться, все будут умиляться. И все будут говорить, надо же, как нежно, как тепло. Какая любовь, да, либо какие эмоции. И вы почему-то и плачете, и смеетесь. Плачете, понятно, от счастья. Вот. И улыбка, конечно, у вас на устах очень мило. Прям в центре событий у вас вышла эта парочка. Видите, с кем вы обнимаетесь и целуетесь. А теперь давайте пойдем по порядку. Вот здесь вам что-то будут дарить. Причем будет дарить человек, от которого вы особых подарков и не ждете. А может, в принципе, подарков не ждете. Может, этот человек никогда ничего не дарил, никогда не был замечен даже в желании кому-то что-то подарить. Видите, вы как будто бы из рук в руки получаете как упаковочку с подарком. И сами себе не верите, у вас фрагмент влево уклон берет. Голова кружится, ноги дрожат, и вы такая: нет, это сон. Такого быть не может. Неужели этот человек мне что-то дарит? Да, подарок. Вы получите подарок. Человек действительно старался и тоже будет очень переживать, потому что не знает, чем вам угодить, а вдруг вам не понравится, а вдруг вы не примете, сейчас пошлете еще этим подарком в лицо кинете. Может, человек перед вами виноват, может быть, человек действительно как-то в ваших глазах не скопал. Да? Не дурак, понимает. И с этим подарком, этот подарок, он какой-то непростой, необычный. Он как будто бы между вами исправляет то, что было сломано, либо то, что было надорвано, как будто бы укрепляет связь. Смотрите, у кого-то может быть муж, который вечно объелся груш, да? Никакого ни ума, ни толку не было. У кого-то отыграется человек, с кем у вас достаточно такие напряженные отношения были, негативного характера. У кого-то может быть какой-то жадный родственник, который не общаться не хотел, вообще как-то не хотел участвовать в вашей жизни. Но вот вижу, что подарок получите, и этот подарок, он все исправляет, он улучшает и укрепляет отношения между двумя людьми. И еще, мои хорошие, я вижу, что вы куда-то бегать будете. Я сомневаюсь, что это вы бегаете, спортом занимаетесь. Тут, скорее всего, суета, спешка. Нужно очень быстро передвигаться, в разных местах побывать, какие-то дела доделать, либо что-то закрыть, открыть, добыть, обрести, выполнить. Вот какая-то суета, и побегать вам придется. Бегать вы будете как и вправо, так и влево. И в какие-то моменты даже совмещать будете несколько совершенно разных дел. Да, может, вопросы еще и на бегу, и по телефону будете решать. Непростая ситуация, набегаетесь, мне идет. Но опять же, то, что задумано, то и выполнено. Мало того, вы еще как для кого-то что-то сделаете, кому-то в чем-то поможете. И свое решите, и кому-то что-то сделаете, поможете.
вам человек будет очень благодарен. Угу, хороший знак. Дальше. Здесь у вас дверь. В эту дверь вас приглашают войти, но вы выбираете другую. Вы говорите: нет, туда я не пойду, я пойду в другое место. И вы знаете, вы очень правильно поступаете. Вот как будто бы сердце подскажет, что куда-то идти вам не надо, а куда-то наоборот вам нужно идти. Вы сами от себя будете в шоке. Вот как это вы так решились? От какой-то двери вы такая: нет, не пойду, и не зовите, не заманивайте, а в другую дверь вы войдете и точно не ошибетесь. Может быть, это какой-то судьбоносный выбор, а может быть, вы сердцем почувствуете, где вам искренне будут рады, а где вам совершенно не будут рады, либо где вас вообще даже захотят обидеть, и вы туда не пойдете. Вы для себя выбираете лучшее, вам сердце подсказывает, что вам выбрать. С правой стороны за вашей спиной показывают крылья бабочки. Красота, красиво, выглядеть красиво, выглядеть нарядно. Может быть, какой-то наряд у вас, да, вы себе приготовили. А может, в принципе, какую-то новую вещь купили. И в этой обновке вы очень хороши. Люди на вас смотрят с восхищением. Вы это восхищение прям в глазах других людей читаете. Вам в этой вещи будет, либо в этом наряде очень комфортно, и как-то себя даже по-новому почувствуете, легко и свободно. Вы видите, что вы нравитесь, вы видите одобрительные взгляды, восхищенные взгляды, да, это очень приятно. Может, на какой-то праздник, да, на Новый год оденете что-то очень красивое, и все там прям ахнут, охнут, будут делать вам комплимент. Да и вы себя в отражении будете видеть красавицей, красавцем. Хороший знак, мне нравится. Крылья бабочки — это всегда хорошо. Это еще и легкость, да, уверенность в себе, неотразимость. Да. Эти крылышки вам вообще идут, очень даже идут. Еще, мои хорошие, я вижу кого-то, кто перед вами на колени упадет. Человеку нужно ваше прощение, отпущение каких-то грехов. Возможно, да, в канун Нового года человек не захочет с тяжестью идти и будет прям, буквально настойчиво вас преследовать, выпрашивать ваше прощение, чтобы вы действительно примирились и в Новый год пошли уже как друзья, но не как враги, да, либо поссорившиеся люди. Вы будете тронуты. Возможно, вы уже простили этого человека, вам и самой некомфортно, да, самому некомфортно в такой ситуации. Вижу, что простите. Простите и будете тронуты тем, что человек прям на колени падает. Это не просто там слова «прости меня», а тут какие-то прям действия такие яркие. Да, простите, вы уже зла не держите. Дальше. С кем-то ваши дороги разминутся. И опять же, это к лучшему. Кто-то болен, либо тут болезнь физическая, да, человек заболел, простуда, грипп. А у кого-то отыграется, что у человека душа болит, и человек может очень сильно быть на негативе. И у вас с этим человеком разминутся дороги. То, что вы не встретитесь, вам во благо. Потому что человек, если бы вы встретились, мог бы вас чем-то заразить, не дай бог, да, и вы бы с температурой в Новый год. Все празднуют, развлекаются, а вы температурите, и вам плохо, спина ломит, да, там все болит, глотать не можете, да, не покушаешь ничего. Либо человек мог бы на вас сорваться, выпустить пар, накричать, там прям набузить, и у вас бы было бы испорченное настроение. Вот прям не позволяют высшие силы вам встретиться. Вы, если с кем-то не встретитесь, не переживайте, знаете, что это к лучшему, вас берегут. Для вас желают лучшего, не хотят вам портить праздник, не хотят, чтобы вы мучились и страдали, чтобы вы переживали, чтобы вам больно было, да, не хотят высшие силы. Поэтому, если не встретитесь, так тому и быть. В следующем году встретитесь, да, в новом году встретитесь. А человек в себя придет, полечится, либо выпустит пар, успокоится, да, и тогда уже вы конструктивно поговорите, решите вопрос, либо, что вам там нужно было, да, для чего вы встречаться должны, и все будет хорошо. Не расстраивайтесь, не переживайте, так тому и быть, не надо вам общаться. Дальше. Маленькая овечка, с очень острыми зубами. Что за дела, что за кино? Кто-то
кого вы считаете очень таким миленьким, бедненьким, беззащитным. Ну вот к кому относитесь как к маленькой пушистой овечке. Вас очень сильно удивит. Я бы даже сказала, шокирует. Вы увидите, как эта овечка, да, может за себя постоять. С какими зубами на врагов, на обидчиков кидается. Прям, знаете, такой звериный оскал и рык мне идет. Ну, в восторге. Вы будете в восторге. Вы скажете, как так, да, как так, да? Ну, прям овечка в ударе. И еще мне идет, что эта овечка, она как будто бы вас защищает, да? Вас. Может быть, кто-то там будет покушаться на вас, посягать на вас, либо кто-то попытается, ну, испортить вам настроение. А эта маленькая овечка, этот ягненок, даже не овечка, а ягненок, такими зубами накинется острыми. Ух, всех перегрызет, сгрызет. А у вас восторг и восхищение, еще немножко в шоке. Прям очень так ярко, феерично показано. Дальше. Вы над своей головой большую рыбу в руках держите. Рыба, конечно, славная, на щуку чем-то похожа. Но есть люди, которые руки к вашей рыбе тянут. Прям тоже хотят от вашей рыбы брать. Мои хорошие, щедрость, доброта – это похвально, это добродетель, но без фанатизма. А то я вас знаю, сейчас всю свою рыбу раздадите, а что потом делать будете? Не знаю, как-то люди узнают, что у вас деньги есть, либо узнают, что вы там какими-то ресурсами разбогатели, и прям потянутся просители к вашему порогу. Вот как, знаете, у кого-то чуйка, нюх, да, у кого-то осведомители, наверное, есть. Но здесь вот четко показано, что просители на вашем пороге, и все к вам руки тянут. Ну типа дай, угости. Так, не раздавайте. Чуть-чуть угостите, но не раздавайте. Это ваш ресурс. Я так понимаю, что вы тяжелым трудом его добыли. Ну, либо вам Боженька послал, да, негоже раздавать, неправильно это. Берегите и храните для себя. Чуть-чуть угостите и будет. Вот, и так правильно. Ну, рыба это очень хорошо. Вообще рыба это ресурсы, это деньги. Это хороший знак. Над головой держите, значит, ваша добыча, либо дар небес. Пусть будет, вам еще пригодится. Не надо раздавать. Дальше. Здесь вижу женщину. Женщина, которая от букета отказывается. Женщина говорит, нет, этот букет мне не нужен. Это какое-то резкое решение, я бы даже сказала радикальное. Вы кому-то откажете, если вы женщина, смотрите мою отсыпку. Откажете очень жестко, бескомпромиссно. Вот нет и все, как отрезала. И это правильно. Это правильно, потому что предложение недостойно вас, слишком мелкое. И еще мне идет, что это предложение, оно какое-то двуликое, то есть это обманка. Спереди красивая картинка, а сзади, ну, какая-то гадость. Как, знаете, в золотой этой обертке какашку спрятали. А вы прямо очень откажете резко и жестко и бескомпромиссно. И правильно сделаете. Отказ вижу. Может, вы уже придумали, что вы откажете. Ну, понимаете, да, о чем речь идет. Так и надо, так и надо. Это как-то даже обидно, что вам такое предлагают, да? Зачем вам эти красивые обертки, в которых какашки лежат? Нет, не надо. И этим отказом вы прям показываете, что вас нужно уважать и с вами нужно считаться. Что вас так просто обещаниями либо красивыми словами не заморочишь. Правильно поступаете. Ну вот жестко. Мне идет, что очень сильно жестко вы это сделаете. Так, еще. Здесь показывают, что вы над столом колдуете, создаете магию, вкусняшки делаете, либо сервируете стол. Да? Кто-то готовит, а кто-то, например, готовое покупает. Ну, тоже надо уметь красиво оформить стол, эту сервировку всю, там знания нужны, какие вилки, к чему, к каким блюдам, как красиво тарелочки, да, расставить, что как подавать. Вот колдуете, над столом колдуете, прям магию творите. Вы в этом деле просто мастер. Вам бы уроки давать, как быстро, вкусно и недорого приготовить, либо как красиво
еще и засервировать стол. Ваши гости всегда поражаются, приходят, как, знаете, в музей, как в Лувр приходят посмотреть на ваши шедевры, угоститься вашими шедеврами. В этот раз вы тоже будете, как всегда, неповторимы. И не удивляйтесь, если у вас все съедят, потому что это божественно вкусно. И плюс еще глазу приятно, вот прям глаз отдыхает от такой красоты, которую вы создаете. Вообще вы умеете вот эту атмосферу создать, уюта в вашем доме, всегда какой-то запах такой домашний, приятный, нежный. У вас всегда все на своих местах. Даже если вам кажется, что это бардак, но это не бардак, это ваш стиль, можно так сказать. Люди просто млеют, когда у вас в гостях оказывается. Вот эта атмосфера, она такая, вот знаете, успокаивающая, миротворная. Люди прям блаженствуют, когда у вас в гостях. Скорее всего, да, к вам очень часто люди напрашиваются в гости. Вы думаете, почему они все ко мне идут? Да потому что у вас здорово в доме. Потому что вы умеете эту магию уюта создавать, вкуса, да, красоты. Да, вы это умеете. Женщины и мужчины одинаково. Я вам серьезно говорю, есть мужчины, на моей отсыпке точно есть, которые ничем не хуже, чем женщины, могут и приготовить, и украсить, и вообще прям такие хозяева, да, хозяюшки и хозяева. Так, дальше. Какой-то человек... Знаете, вот как мне идет, человек вас подведет. Вы понадеетесь на этого человека, а человек вот так руки разводит и говорит: не смог, не смогла, не получилось, да, вот какой-то, знаете, вот и сам в шоке. На самом деле человек продуманный, человек изначально решил ничего не делать. У этого человека зуб на вас. И человек таким образом свою обиду проявляет. Вот кто вас подведет в ближайшие 2-3 дня, знайте, что этот человек на вас обижен. И зуб давно уже точит на вас, и камень за пазухой держит. Человек специально ничего не делал, чтобы потом вот так: а я не получилось, а я не знаю, как это вышло, да, специально. Здесь нужно глаз да глаз, и вообще нужно разбираться. Понятно, что сейчас Новый год, и все эти мероприятия, застолья, праздники, не до серьезных разговоров. Но после Нового года, когда праздники уже стихнут, обязательно поговорите. Нужно поговорить. У человека на вас какая-то обида. И мне еще идет, что эта обида, она какая-то наигранная. Либо человек, может быть, что-то сам себе неправильно понял, не то услышал, не то дочитал, прочитал, подслушал. И вот прям сам себя убедил, что вы его обидели, либо ее обидели. Тут надо разговаривать обязательно. Ну вот вижу, что подведет. Вы, если на кого-то надеетесь, имейте запасные варианты. Да? Вдруг человек не сделает, не выполнит. Это очень важно. Так, с левой стороны. Климатические условия, смотреть под ноги, беречь ноги. Честно, у кого-то будет очень скользко. Да? Плюс еще люди, понятно, за Новый год выпивают. Уже немножко стабильность уходит. Нечетко стоит человек. Может немножко водить. Да, может быть гололед. И у кого-то еще могут быть прям, не знаю, дожди, наверное. Скользко мне идет. Скользко от льда и снега, и скользко от того, что много воды. Вот прям надо беречься. И не только вам, но и тем, кто рядом с вами. Вот. Присматривайте друг за другом. И если прям скользко, лучше никуда не ходить. От греха подальше. Зачем вам это надо? Лучше не делать. Еще говорят про каких-то глупых людей, которые ради шутки могут всех напугать. Сговорились люди. Они глупенькие. Решили напугать всех, разыграть. Да, скорее всего, не напугать, а разыграть. Либо разыграть, напугав. Не принимайте близко к сердцу то, что вам будет сказано, либо как вам это все будет преподнесено. Это все шутка. Это все какой-то злой, неудачный розыгрыш.
Вот, кто-то захочет, и действительно это может омрачить. Но если вы знаете, что это все шутка, вы уже на это не купитесь. Шутники. Ну, какие-то прям глупые шутники. Ну, так не шутят, это неправильно. Какую-то плохую новость могут сообщить. Либо там, не знаю, пробки отключат, да, скажут, ой, у нас свет закончился. Либо еще что-то сделают, да, вот какая-то глупая шутка, которая прям, ну, совсем не ложится на праздники. Ума нет, да, либо не хватает. Надо как-то мозг прокачивать, либо витамины для мозга пить. 2 человека мне идут. 2. Со своими глупыми шутками. А вот здесь сами высшие силы вам подарок приготовили. Подарок от высших сил – это очень важно и очень ценно. Не каждый человек получит. Не каждый. Тут заслужить надо. Но кто зашел на мою отсыпку, вам передает, что вы подарок получите. Кто-то больше, кто-то меньше. Опять же, в зависимости от того, насколько вы заработали, заслужили. Подарочек, который вам очень полезным будет. Вот я не могу сказать, что, но вам это будет максимально полезно. Вот такой подарок вы получите именно от высших сил. Возможно, да, его нельзя потрогать, его нельзя ощутить, его там нельзя в руках повертеть. Но вы поймете, что это, потому что сами себе вы так и скажете. Это мне подарок от высших сил. Вот, что-то получите. Прям под елочку вам высшие силы этот подарочек оставят. У кого-то меньше, у кого-то больше. У кого-то прям грандиозный какой-то подарок. А у кого-то так, немножко. Но все равно вы поймете, что это от высших сил. Сами себе в голове говорите, это мне подарок от высших сил. Вот прям такая мысль у вас проходит. Да, высшие силы вам подарок оставят. Мои хорошие, на этом у меня все. Всех вас хочу поздравить с наступающим новым 2026 годом. Понимаю, что не все будут 31 числа на ютубчике. Хороших вам праздников, мои милые. Я всегда с вами, сердечком вас обнимаю. И желаю, чтобы Новый год был гораздо ярче, веселее, счастливее и благополучнее, чем уходящий. Всех с праздником, всем спасибо, всем пока-пока.